Илья Чичикович, приветствую вас в Аяшере. Добрый день. Ну, давно вас не было. Ну да, давно. Давайте поговорим об Абхазии, нашей с вами стране. Давайте. Вообще, иногда слушаешь некоторых экспертов, даже страшненько становится. Одни говорят, что у нас вообще ничего не происходит, другие же, наоборот, говорят, что у нас масса событий, они все как качели, день хорошо, два плохо, наоборот. Ну, на ваш взгляд, какова ситуация в нашей с вами стране? Ну, на роль эксперта я не претендую, но тем не менее скажу, что думаю, что в Абхазии вроде сейчас ничего плохого не происходит. Приезд Кириенко всегда сопровождается значимыми событиями. Вот и помощь в виде повышения зарплат учителям русского языка, открытие галереи, инспекция объектов строительства, поручение абхазским энергетикам, реконструкция набережной Махаджиров, открытие аэропорта, открытие морского сообщения Сочи-Сухум, подарки в виде автобусов, ну и многое другое. Ну и это все за 100 дней президентства Бадри Гумба. Вроде немало сделано. Ну а теперь, если поподробнее остановиться на всем этом, то должен сказать, ну, надо объяснить, что стоит за всем этим, а за всем этим стоят именно события, ставшие причиной отставки Аслана Бжания. Они же и привели к смене так называемого куратора Абхазии, и затем последующие выборы президента. Ну и на мой взгляд, это беспрецедентное вмешательство России в выборный процесс, это с давлением граждан Абхазии, проживающих в России, с депортацией абхазских граждан, с голосованием по поддельным паспортам, это лишение гражданства активистов оппозиции, это многочасовые задержания при переходе границы, это объявление неугодных журналистов иностранными агентами. Ну, вообще это демонстрация силы непокорному населению, имеющему иное отличное мнение от поставленных кем-то в России задач. Сказать честно, на моем веку абхазов так хамски не запугивали и так нагло не подкупали, как за период выборов и последующие, естественно, 100 дней правления Бадри Гумба и Сергея Кириенко. Вообще во взаимоотношениях России и Абхазии они всегда строились и закреплялись документами, такими как договоры, соглашения между двумя равноправными государствами. Я хочу повториться, именно слово «равноправный» здесь ключевое. А к чему может привести, почему такое повышенное внимание в Абхазии со стороны России, кажется, и так понятно. Прежде всего, это непредсказуемая самостоятельная Абхазия, которая может противостоять антинародным инициативам, приведшим к свержению власти. Такая Абхазия не нужна. Если смотреть на фоне событий в Армении и в Азербайджане, то Россия, естественно, не хочет проблем с Грузией тоже. И это и Абхазия – это единственный козырь для игры с ней. Тем самым нас держат в качестве разменной монеты, действуя кнутом и пряником, с одной стороны задабривая и подкупая властную элиту и создавая иллюзию благополучия, а с другой стороны запугивая непокорных и создавая образ антироссийских настроений в Абхазии. Должен напомнить также, что и та же Армения, Азербайджан, на мой взгляд, испортили свои отношения с Россией именно из-за таких непринужденных вмешательств во внутренние дела государств, олигархов и кураторов-чиновников, которые умудрились из друзей России фактически сделать непримиримых врагов. Исходя из записанной такой вами картины, как быть абхазом вот в такой ситуации? Знаете, Нисва, что касается вообще Абхазии и нас, абхазов, я думаю, нам в этой ситуации вообще сложнее всех, чем кому-либо, так как мы загнаны в угол геополитических игр больших государств. И опять оказываемся в ситуации времен 92 года, когда весь мир был против Абхазии.
Хочется вспомнить недавнее обращение, по-моему, в Государственной Думе России Вячеслава Володина, который сказал, что история, язык, культура, вера – это основа национальной идентичности. И народ, который теряет эту идентичность, в итоге теряет и свою государственность. Но я бы добавил к этому, что борьба за независимость, язык, флаг, герб, территория, признание, абхазский документ – это тоже часть нашей идентичности. И когда Россия, признавшая нас, создает условия, при котором возникают трудности того же перехода по абхазским документам в пользу второго российского гражданства, это тоже частично является утратой идентичности граждан Абхазии. Поэтому хотелось бы сказать, что в отношении наших стран, во-первых, что хотелось бы видеть в отношении наших стран, хотелось бы вернуться вообще к нормальным межгосударственным взаимоотношениям, не заниматься выворачиванием рук, так как мы видим, что ни к чему хорошему это не приводит.